Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Дождевые сели и оползни разрушили больше 1000 домов в нескольких районах Таджикистана. В горах Кыргызстана ситуация не лучше, а в Китае уже 66 погибших. Мы всю ночь не спали, а теперь мы должны где-то переночевать. А у меня есть маленькие внуки. Премьер-министры Афганистана, Кыргызстана и Пакистана под руководством таджикского президента Рахмона нажали на красную кнопку. Проект «Каса-1000» объединил энергетические системы центральноазиатских стран. Узбекистан против. Эксперты уже сегодня говорят о том, что «Каса-1000» – это первый шаг к созданию единой энергетической системы Азии. Россия снова несет потери в Сирии. Стало известно о похоронах Антона Ярыгина, убитого во время боя с джихадистами в районе сирийского города Хомс. В Рио-де-Жанейро беспорядки. Сенат Бразилии начал процедуру импичмента президента страны Дилмы Русефф. Ее обвиняют в коррупции. А сторонники недовольны и бьют стекла. Невиновная и честная женщина прямо в этот момент обвиняется в совершении преступлений. В США небывалые торнадо. Есть разрушения и жертвы. В некоторых штатах введено чрезвычайное положение. Любители острых ощущений стараются как можно ближе подобраться к гигантским смерчам, чтобы снять эффектные кадры. В Одессе нашли шедевры живописи, похищенные год назад в Вероне в ходе одного из самых наглых ограблений музея в мировой истории. 17 бесценных картин эпохи Возрождения случайно обнаружили в лесу. Они были завернуты в тряпку. Стоимость коллекции 16 миллионов евро. Сели и дождевые оползни только за последние несколько дней разрушили более 1000 домов в горных районах Таджикистана. Местные МЧС сообщают о человеческих жертвах. Погибло очень много домашнего скота. В целом стихийное бедствие затронуло сразу несколько республик Центральной Азии и Китай. По последним данным, на сегодня уже там 66 погибших. Из региона поступают кадры с ужасающей картиной разрушений. Это видео из окрестностей таджикского города Пенджикент. Спасатели срочно эвакуировали 1500 человек в районе Рудаки. На данный момент пока 3 человек числятся погибшими. Прогнозы синоптиков неутешительные. Проливные дожди в горах продлятся как минимум до 15 мая. В горных районах Кыргызстана ситуация не лучше. Там также пострадали более 900 домов, школы и больницы. В республике ливни в горах сопровождались градом и ураганным ветром, который сорвал почти все крыши с домов в горных селах. Уничтожены сады и засеянные поля. Многим жителям пострадавших районов сейчас даже негде переночевать. После сели пришли, трактора пришли. Мы всю ночь не спали, а теперь мы должны где-то переночевать. А у меня есть маленькие внуки. Важнейшие события в энергетике всей Центральной Азии. В Таджикистане запущен новый энергетический проект «Каса-1000». Его стоимость составила свыше $1 миллиарда. В торжественной церемонии открытия участвовали премьер-министры Пакистана, Афганистана и Кыргызстана во главе с таджикским президентом Эмомали Рахмоном. Линия электропередачи длиной 1200 километров свяжет ГЭС Кыргызстана и Таджикистана с афганскими и пакистанскими энергосистемами, что позволит создать единую центральноазиатскую сеть. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Как проходила церемония открытия энергопроекта и что он даст центральноазиатским государствам? Здравствуйте, Динара. Мы находимся в 60 километрах от Душанбе в городе Турсунзаде. Это промышленный центр Республики Таджикистан. Именно здесь был дан старт строительству линии электропередач проекта «Каса-1000». За моей спиной находится первая опора этой линии электропередач. Она позволит соединить энергетические системы Таджикистана, Кыргызстана, Афганистана и Пакистана. Стоимость этого проекта более $1 миллиарда американских долларов. Также эксперты уже сегодня говорят о том, что «Каса-1000» – это первый шаг к созданию единой энергетической системы Азии. О важности первого совместного межрегионального проекта «Каса-1000» говорит то, что начало строительства было проведено очень торжественно. В церемонии открытия приняли участие президент республики Эмомали Рахмон и премьер-министры Афганистана, Кыргызстана и Пакистана. Они вместе закрутили гайки в основы опоры ЛЭП и нажали кнопку, давшую старт этому масштабному проекту. В своей речи перед представителями различных международных организаций и делегаций стран-участниц проекта глава Таджикистана сказал, что этот день войдет в историю.
Следует отметить, что этот проект, как с точки зрения применения коммерческих стандартов, так и использования технологических средств, является уникальным. Возведение более 1342 километров высоковольтных линий передач постоянного и переменного тока, строительство трансформаторных подстанций, применение новейшего оборудования постоянного тока ставит перед энергетиками и строителями весьма серьезные задачи. Предполагается, что посредством КАСа-1000 в год из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан будет поступать до 5 миллиардов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии. У экспертов возникают сомнения насчет того, что афганская сторона сможет обеспечить безопасность ЛЭП, которая будет проходить практически через всю страну. Для этого есть основания. В прошлом было зарегистрировано несколько случаев подрыва другой линии, снабжающей город Кабул таджикской электроэнергией. Как один из элементов проекта КАСа-1000 есть такой компонент, который называется поддержка местного населения и сообществ, через территорию которых будет проходить ЛЭП. И безопасность зависит от этого. Я считаю, что привлечение местных жителей в сам процесс очень важный элемент. Если все пройдет удачно, то проект будет реализован к 2018 году. Тогда же первая электроэнергия поступит из Таджикистана и Кыргызстана в Пакистан и Афганистан. Спасибо, Анушервон. Напомним, что непримиримым противником создания единой энергетической системы Центральной Азии является Узбекистан. Кыргызские депутаты неожиданно отклонили законопроект о некоммерческих организациях. Против принятия документа проголосовало 65 парламентариев, за 46. Этот законопроект был точной калькой российского закона об НКО и был призван поставить под полный контроль государства все неправительственные организации, а от некоторых избавиться. Но кыргызские депутаты вспомнили о позитивной роли неправительственных организаций в ходе последних выборов, которые были признаны самыми честными на всем постсоветском пространстве, и отказались утверждать скандальный закон. Согласно регламенту принятия кыргызских законов, отклоненный законопроект может быть рассмотрен только через полгода. Эксперты считают, что парламент к нему уже никогда не вернется. С подробностями голосования Шавкат Тургаев. О том, что случится в Кыргызстане, если нашумевший закон примут, правозащитница Таликан Исмаилова рассказывала не раз и депутатам, и администрации президента, но толку от этого было немного. Кыргызстан снизит свой рейтинг свободы, и Кыргызстан снизит свой имидж как член ПАСЕ, парламент Кыргызстана, и как член ООН, Совета по правам человека. И, конечно, внешняя помощь, которая очень щедро давалась донорами, она может сузиться. И это может отразиться на самых уязвимых группах, на людях. Конечно, мы не очень заинтересованы в этом. Благодаря стараниям гражданских активистов многое в законе удалось изменить. Например, получилось исключить скандальную формулировку «иностранный агент». Но, несмотря на это, документ все же предполагал полную финансовую подотчетность некоммерческих организаций государству. Если мы такие требования предъявляем к некоммерческому сектору, то по логике вещей, в соответствии с конституционными положениями, да, что все равны перед законом, мы должны предъявлять ко всем юридическим лицам, то есть к коммерческому сектору, к политическим партиям, к профсоюзам и так далее. Депутаты, не симпатизирующие НКО, считают, что гражданский сектор нужно контролировать. Неправительственные организации не должны вмешиваться в политику, считают парламентарии. Мы просим лишь отчета от неправительственных организаций. Пусть НПО работают в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, но в политические вопросы пусть не вмешиваются. Мы независимое государство. Но вот что такое политическая деятельность, ни в одном законе не объясняется. Не объяснил этого и закон новый. В итоге депутаты большинством голосов законопроект отклонили. То ли задумались о последствиях, то ли вспомнили, что сами неоднократно прибегали к помощи НКО. Депутаты Джокорку Кенеша не стесняются обращаться за помощью к неправительственным организациям. НПО финансирует многие проекты народоизбранников, а также их зарубежные командировки. К примеру, вот эта молельная комната обустроена на средства ЮСАИД и Всемирной молодежной ассамблеи. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Россия снова несет потери в Сирии. Стало известно о похоронах Антона Ярыгина, убитого во время боя с джихадистами в районе сирийского города Хомс. В Рио-де-Жанейро беспорядки. Сенат Бразилии начал процедуру импичмента президента страны Дилмы Русефф. Ее обвиняют в коррупции. А сторонники недовольны и бьют стекла. Невиновная и честная женщина прямо в этот момент обвиняется в совершении преступлений.
США небывалые торнадо, есть разрушения и жертвы. В некоторых штатах введено чрезвычайное положение. Любители острых ощущений стараются как можно ближе подобраться к гигантским смерчам, чтобы снять эффектные кадры. В Одессе нашлись шедевры живописи, похищенные год назад в Вероне в ходе одного из самых наглых ограблений музея в мировой истории. 17 бесценных картин эпохи Возрождения случайно обнаружили в лесу. Они были завернуты в тряпку. Стоимость коллекции 16 миллионов евро. Россия снова несет потери в Сирии. Министерство обороны на этот раз подтвердило гибель еще одного военнослужащего в ходе сирийской операции. 31-летний связист Антон Ярыгин скончался от тяжелых ранений, полученных в результате обстрела боевиками военного автомобиля в окрестностях города Пальмира. Солдат был ранен, когда его машина связи сопровождала автоколонну Центра примирения враждующих сторон. Церемония прощания с военнослужащим Антоном Ярыгиным прошла в Воронеже, где он проходил воинскую службу. Среди тех, кто пришел проститься с ним, было много военных. Проводить его в последний путь пришли и простые жители Воронежа. Военные власти приняли решение похоронить Ярыгина со всеми военными почестями. В похоронах участвовали рота почетного караула и военный оркестр. Антон Ярыгин посмертно был награжден Орденом Мужества. Тем временем из самой Сирии поступила информация об авиабомбардировке жилых кварталов в городе Дераа, в ходе которой пострадало очень большое количество гражданских лиц. Среди раненых и убитых опять много детей. Это кадры агентства «Рейтер» из одной из больниц города, куда доставляют пострадавших в ходе авиаудара. Приемное отделение переполнено, и врачи производят экстренные операции детям в режиме нон-стоп. Сенат Бразилии проголосовал за начало процедуры импичмента президента Дилмы Русефф и ее немедленном отстранении от обязанностей на 180 дней. Ее обвиняют в причастности к коррупционным схемам для вывода денег из крупнейшей нефтяной компании страны. Заседание длилось больше 20 часов. В итоге за импичмент проголосовали 55 сенаторов против 22. Весь вечер и всю ночь до голосования на улицах одного из крупнейших бразильских городов Сан-Паулу и столицы страны Бразилия не прекращались демонстрации сторонников и противников Дилмы Русефф. Протестующие дрались между собой и с полицейскими, которые в итоге применили слезоточивый газ и разогнали демонстрантов. Все верят в ее вину. Я надеюсь, теперь ситуация улучшится. К сожалению, я голосовал за нее и теперь об этом жалею. Оппозиция заподозрила Русефф в налоговых махинациях и растрате бюджетных средств на избирательную кампанию осенью прошлого года. Решение Сената означает проведение слушаний дела об импичменте в Верхней палате парламента Бразилии. Теперь Дилму Русефф ждет суд по обвинениям в коррупции. Я подтверждаю решение комиссии. В следующие несколько месяцев мы спокойно сможем обсуждать ситуацию и принимать дальнейшие решения. Это было одобрено комиссией, и я считаю, что для этого есть все поводы. Одновременно с этим с 2014 года в Бразилии идет расследование коррупционных схем в контролируемой государством компании «Петробрас». Сама Русефф заявляет, что невиновна, а своих противников обвиняет в политическом мошенничестве. На стороне отстраненного президента генеральный прокурор страны. Невиновная и честная женщина прямо в этот момент обвиняется в совершении преступлений. Судебный процесс используется для того, чтобы изгнать законно избранного президента. Прямо сейчас совершается историческая несправедливость. 4 крымско-татарских активиста арестованы в Крыму после обысков в Бахчисарае. Сегодня утром российские силовики на автобусах приехали с обысками к одному из татарских кафе Бахчисарая и ряду домов мусульман. Силовики задержали 4 человек и увезли их в местное управление ФСБ. Как сообщила прокурор Крыма Наталья Поклонская, их обвиняют в создании ячейки и участии в панисламистской организации Хизбут Тахрир. Уже неоднократно она заявляла еще до суда. Вот даже и сегодня, накануне задержания, она уже заявила, что вот задержаны не подозреваемые, а участники. Еще ничего не доказано, она уже заявляет, что они участники, что они террористы. Разве человек, который следует духу и букве закона, может позволить себе такие вещи? На фоне обысков и новых уголовных дел против крымских татар по решению Роскомнадзора заблокирован региональный сайт украинской службы «Радио Свобода» «Крым Реалии». Во-первых, я хочу сказать, что редакция «Крым Реалии» и украинская редакция «Радио Свобода» не получали никаких предупреждений или претензий, или
требований от Роскомнадзора. Заявление госпожи Поклонской о том, что там экстремизм и к нашему контенте и разжигание межнациональной розни не подтверждены никакими другими данными, как его просто вот этими словами. И вот официальная реакция «Радио Свобода» на решение о блокировании доступа к сайту с территории России и Крыма. Это агрессивный акт, который под возмутительным предлогом борьбы с экстремизмом подвергает Радио Свободная Европа, Радио Свобода цензуре и не позволяет аудитории в России и Крыму узнать правду об аннексии полуострова. В сельскохозяйственной Литве по необъяснимым причинам за один месяц резко выросли цены на все овощи. Особенно подскочила цена на популярную цветную капусту сразу на 60%. Граждане ответили революцией цветной капусты. Так называется акция протеста. Это трехдневный бойкот торговых сетей страны. Из Вильнюса Денис Тарасенко. Список мировых цветных революций пополнился новой, пока не насильственной, больше похожей на шутку, но которая в эти дни переполошила всю Литву. Вот эта фотография стала поводом для возмущения 100 тысяч пользователей социальных сетей. Именно столько людей пообещало в течение 3 дней бойкотировать все магазины, а к концу недели выйти на массовую акцию протеста во всех городах. Цены еще как выросли. Как все и говорят, ценники остались теми же цифрами, как в Литве, только теперь это же, но в евро. Евро в Литве ввели с 1 января 2015 года. 1 евро при прежней валюте стоил 3,5 литов. Целый год цены в торговых сетях сохранялись, а в этом взлетели в космос, говорят покупатели. К чему это приведет, пока непонятно. Но в Литве еще свежи воспоминания, как подобная мирная акция зимой 2009 года после резкого повышения налогов в связи с финансовым кризисом переросла в штурм парламента. Тогда разъяренную толпу разгоняли газом и резиновыми пулями. Начнем с введения евро. Премьер-министр, глава Центробанка, министр финансов – все обещали, что цены от этого не вырастут. Это и есть причина. Я об этом могу смело рассуждать, так как был тем из 8 депутатов, которые голосовали против введения евро. Цены из-за этого должны были вырасти, а по-другому быть просто не могло. Частично парализовать работу торговых сетей решили и производители молока, которые в центре Вильнюса сегодня всем желающим бесплатно раздавали свою продукцию. У них своя проблема. Закупочные цены рекордно низкие, на рынке переизбыток, а этим пользуются переработчики. Но и в магазинах цены на молочную продукцию не стали меньше. Молоко и сыры как стоили год назад, так и стоят сегодня. И мы воспользовались этой ситуацией, чтобы люди просто задумались, почему у нас плохо. Пока же жители продолжают самую массовую национальную традицию. Каждые выходные отправляться за покупками в соседнюю Польшу. Там продукты дешевле в 1,5-2 раза. Правда, исключительно из-за низких налогов. В порыве предвыборной гонки новый парламент в Литве будет избран осенью этого года. Литовские политики уже пообещали снизить НДС хотя бы на мясо. Впрочем, экономисты сомневаются в эффекте такого решения. Всю сверхприбыль опять заберут торговцы, говорят они. Так же, как это произошло с молочными продуктами. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Вильнюс, Литва. Смотрите далее. В США небывалые торнадо. Есть разрушения и жертвы. В некоторых штатах введено чрезвычайное положение. Любители острых ощущений стараются как можно ближе подобраться к гигантским смерчам, чтобы снять эффектные кадры. В Одессе нашлись шедевры живописи, похищенные год назад в Вероне в ходе одного из самых наглых ограблений музея в мировой истории. 17 бесценных картин эпохи Возрождения случайно обнаружили в лесу. Они были завернуты в тряпку. Стоимость коллекции 16 миллионов евро. В США аномальные торнадо и ураганы. Они обрушились на несколько штатов страны. В Оклахоме уже погибли 2 человека, десятки домов разрушены. В штате объявлено чрезвычайное положение. Первый вихрь опустился на землю возле города Кэти в 100 километрах к югу от столицы штата. Затем еще несколько смерчей образовались в радиусе 130 километров. Некоторые из них местные жители успели снять на видео. В результате разгула стихии в Оклахоме разрушены десятки зданий, уничтожена радиостанция, повреждены линии электропередачи. Грозовой фронт двинулся в сторону западного Арканзаса и Небраски. Специалисты считают, в ближайшие дни грозы вернутся в регион, а значит, угроза новых смерчей будет высока. Люди должны заранее позаботиться о надежном укрытии. Однако любители острых ощущений не обращают внимания на предупреждение и на опасность и стараются подобраться к торнадо поближе, чтобы сделать несколько эффектных кадров.
На Украине в Одессе неожиданно найдены 17 картин итальянских художников эпохи Возрождения, которые были украдены во время ограбления в прошлом году из музея итальянской Вероны. Это нападение на музей считается одним из самых дерзких в мире. Грабители, лишивших Верону главных ее шедевров, не смогли ни опознать, ни задержать. И вот теперь выясняется, что родом они могли быть из Украины. Найденные в Одесском лесу картины, которые оцениваются в десятки миллионов долларов, были завернуты в украинские национальные полотенца и пластиковые пакеты. Подробности в репортаже «Рейтер». Полотна украинские пограничники обнаружили на юге Одесской области. Завернутые в полотенце и пластиковые пакеты картины Рубенса и Тинторетто лежали в тайнике в лесу. На территорию Вблизи границы с Молдовой было задержано 17 картин, представляющих огромную историческую ценность. Картины эпохи Возрождения украли в ноябре прошлого года из музея Кастельвеккио в Вероне. По подозрению в причастности к дерзкому ограблению итальянская полиция задержала 10 граждан Молдовы. Художественная экспертиза подтвердила подлинность полотен. Общая стоимость коллекции оценивается в 16 миллионов евро. Президент Украины Петр Порошенко поручил согласовать возвращение картин в Италию. В школьных учебниках Таджикистана содержится скрытая гендерная дискриминация женщин. К таким выводам пришла Академия образования республики, которая провела исследование и выяснила, что согласно школьному материалу мужчины для страны гораздо важнее, чем женщины, которым отведена второстепенная роль, рассказывает Дарья Соловьева. Мужчины, знаменитые космонавты, талантливые инженеры, выдающиеся ученые. Женщины не могут быть даже врачами, максимум медсестрами, поварами, учителями. Если судить по таджикским учебникам, представительницам слабого пола отведена незначительная роль не только в учебных материалах, но и в обществе в целом. Так сложилось исторически. Если это история, то, конечно, у нас герои на первом плане только мужчины. Но это так и есть, но все равно необходимо как-то нам, понимаете, и заострять внимание на тех героях, на наших женщинах. Но пока учителя лишь разводят руками. Стереотипы достались в наследство из прошлых веков, когда у женщин в Таджикистане вообще не было прав. Министерство образования существование гендерного неравенства в учебниках признает и обещает все переписать. Авторы уже начали работать над новыми текстами, где есть место и женщинам. Я пришел к выводу, что нужно выбирать тексты, в которых говорилось бы об активной роли женщин в обществе. А если в тексте говорится о смелости того или иного мужчины, то нужно, если даже не в самом тексте, а в его конце обязательно предусмотреть вопросы о роли женщин. Скажем, спросить, соотносите ли вы героизм исключительно с мужчинами? Если спросить самих школьников, становится понятно. Дети материал усваивают быстро. Женщина должна быть домохозяйкой, заботиться о муже и о детях. С чем женщина может справиться? Женщина может быть учителем, журналистом, библиотекарем. Женщина не может быть космонавтом, она боится. Мало бесстрашных женщин, а вот смелых среди мужчин много. Гендерное неравенство не только в учебниках, но и в самих классах. Мы посмотрели, например, как организовано дежурство в классе, как организовано дежурство в школе. И видим, что если дежурят, значит доску вытирают, пол моют, пыль протирают. Это только девочки. А в учебнике первого класса картинка, где провожает первоклассника в школу, мама провожает со своим сыном. А где же папа? Именно в семье психологи предлагают искать источник неправильного представления о ролях мужчины и женщины. Ведь если ребенок воспитывается в духе гендерного неравноправия, несколько добавленных в учебник картинок едва ли помогут. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.